На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Российские военные медики Южного военного округа продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуми. За периоды работы с 20 октября военные медики приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном госпитале лечатся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Все они граждане Абхазии. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Российские военные медики дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики. Консульский отдел посольства России в Абхазии продлил ограничения на прием посетителей в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике. Сообщается на странице посольства в Facebook. С 9 ноября будет производиться только выдача готовых заграничных паспортов, как 5-летних, так и 10-летних. Другие консульские услуги оказываться не будут. Справки по срочным вопросам можно получить по телефону 226 03 91 или по электронной почте rusemp@sukhum@mail.ru. В Сухумскую инфекционную больницу требуются медсестры и санитары для работы в красной зоне. Такой пост был опубликован на сайте администрации города Сухум. По словам исполняющего обязанности главврача больницы Астамура Гуния, люди откликнулись на объявление в социальных сетях. На сегодняшний день удалось укомплектовать младший персонал, однако нехватка медсестер все же существует. Как вы знаете, буквально недавно мы просили, ввиду острой нехватки медперсонала, особенно среднего и нижнего звена, то есть санитарочек и медсестер, опубликовали свой пост, свое обращение к медработникам. Откликнулись, конечно, некоторые. Младшим медперсоналом, санитарочками более или менее укомплектовались, не хватает сейчас медсестер. Большая просьба, особенно те, кто могут работать в красной зоне, если это возможно, ввиду семейных обстоятельств у кого-то не получается, ввиду основной работы у кого-то не получается, но чтобы нас тоже поняли, просьба большая. Очень много больных, нагрузка большая, поэтому, пожалуйста, встаньте рядом, кто может. Палаты Ачамчирской ЦРБ обеспечены необходимой мебелью, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Приобретено 20 медицинских кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, 20 штативов для капельниц и 20 матрасов. Также закуплена мебель для столовой больницы. В соответствии с распоряжением президента Абхазии и решением Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, дополнительные места для больных COVID-19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Ачамчирской ЦРБ. На местах лечат больных коронавирусом, в том числе и в условиях дневного стационара. В Гудаутский госпиталь направляют только тяжелобольных пациентов. Министерство внутренних дел Абхазии не осталось в стороне и оказало посильную гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Министерство внутренних дел Абхазии оказало гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю. В этом ковид-центре Абхазии работают самые самоотверженные люди. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар для передачи в Гудаутский госпиталь санитарной части Управления тылового обеспечения МВД подготовлены порядка 10 тысяч комплектов одноразовых хирургических халатов и специальных головных уборов, а также защитные лицевые щитки и очки для медицинских целей, имеющие важнейшее значение для безопасности врачей и медицинского персонала. Сегодня в условиях коронавирусной пандемии сотрудники милиции ежедневно находятся в зоне повышенного риска при исполнении служебных обязанностей, а медикам приходится работать на передовой. Это профессионалы, которые нам помогут справиться с вирусом.
В этом году вакцинация от сезонного гриппа пройдет в ноябре. Минздравом Абхазии заказано порядка 16 тысяч доз вакцины российского производства. Вакцина показана для иммунизации против сезонного гриппа и формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и Б. Алика Трапш расскажет подробнее. Не первый год Министерство здравоохранения Абхазии заводит из России противогриппозную вакцину. В конце текущей недели ожидается поступление вакцины Ультрикс Квадри в количестве 1000 единиц. Вакцина бывает трехвалентная для детей и четырехвалентная для взрослых. На сей раз привезут только для детей. Вакцина Ультрикс Квадри формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и Б. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев. А вот для взрослого населения Минздрав заказал вакцину Совигрипп в количестве 15 тысяч единиц. В состав вакцины входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Совигрипп в Абхазию завезут до конца текущего месяца. Дело в том, что все заводы, которые работают в России по производству вакцины, после того, как у них там в России вышло постановление о том, что 60% населения должно быть привито, нас оповестили о том, что график, то, что мы ожидали, что уже в середине прошлого месяца мы должны были чуть-чуть сдвинули. И нам обещали, что до конца этого месяца 15 тысяч доз мы получим Совигриппа с Москвы. И 1000 дозу сейчас, в конце этой недели, мы получаем и начнем вакцинацию. По словам специалистов, в первую очередь от гриппа необходимо привиться людям, входящим в группу риска. Это пожилые, маленькие дети, лица, часто болеющие бронхолегочными заболеваниями, люди с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Грипп как сам по себе, скажем так, вирус не страшный. Однако же его осложнения, которые очень тяжело переносятся и очень тяжело поддаются лечению, вот мы профилактируем именно это. Поэтому, естественно, для того, чтобы уберечься, например, от сезонного гриппа, я как рекомендовала, так и буду настаивать на том, чтобы в этом сезоне все равно все население, в особенности группы риска, это медицинский персонал, это наши детки, это наши пожилые люди, и это, извините, все те, у которых есть сопутствующие заболевания, были привиты. В обществе сложилось разное мнение по поводу вакцинации. Одни считают, что она действительно эффективна для иммунизации против сезонного гриппа. Другие же скептически относятся к проведению данного мероприятия. Но специалисты говорят о положительной динамике проведения вакцинации против сезонного гриппа. Это наблюдаем не только мы в Абхазии, это наблюдает весь мир, понимаете? Никогда бы мир не настраивался на вакцинопрофилактику, если бы не было положительной динамики или положительных результатов. Вакцина должна сделана быть, естественно, заранее, до наступления сезона вспышки, да, чтобы у вас успел выработаться иммунитет, то есть именно ответ на эту вакцинацию, и тогда вы будете полностью защищены. Времени на вакцинацию в республике вплоть до конца декабря текущего года, так как основные вспышки заболеваемости начинаются у нас уже после Нового года, и появляющаяся инфекция является по большей части следствием миграции. Сделать вакцину от гриппа можно бесплатно во всех поликлиниках страны. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Приближается зима, а значит увеличивается нагрузка на энергосистему страны. Уже сейчас жители городов и районов республики жалуются на плохое качество электроэнергии. Как отмечают специалисты, низкое напряжение в сети связано в том числе с деятельностью криптоферм, количество которых в Абхазии растет. Распоряжением Кабинета министров установлены правила легализации деятельности по добыче криптовалют, а специальная комиссия занимается выявлением незаконно функционирующих предприятий. Тему продолжит Шазина Ханагуа. В последнее время в нашей стране наблюдается активный рост криптоферм, из-за деятельности которых в разы возрастает нагрузка на энергосистему республики. По словам директора Сухумского управления электросетями Тимура Джинжуля, в первую очередь это сказывается на качестве электроснабжения. Это оборудование очень энергоемкое,
вот, что дает дополнительную существенную нагрузку на наши сети, что в свою очередь будет приводить нам в зимнее время к выходу из строя, к авариям. Те мощности, которые не будут легализованы, они просто будут обесточены. Более того, легализованные мощности, которые легализуются за это время, в случае нехватки мощностей и пропускной способности, это будет прямо в договоре прописано с ними, что они будут обестачиваться на время вот этих перегрузок. На сегодняшний день майнинг криптовалют в республике не разрешен. Постановление Кабинета министров Абхазии о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют принято в целях легализации данного бизнеса. Кроме того, функционирует специальная комиссия по выявлению нелегально подключенных к сетям объектов. На данный момент нами выявлено, порядка на начало месяца было около 130. На данный момент, я думаю, под 150 уже, наверное, есть. Мы пока еще статистику не вывели полную, но она будет со дня на день. Значит, если исходить из потребляемой энергии, которую они потребляют, потребленная мощность, это порядка 40-50 мегаватт. В соответствии с постановлением Кабинета министров, лицам, занимающимся данным видом деятельности, следует приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего необходимо получить разрешение на подключение к электросетям. До 7 ноября нужно быть зарегистрированным как юрлицо либо ИП. И до 7 ноября нужно получить выписку из реестра Министерства экономики. И после этого до 21 ноября получить техусловия. В тех условиях мы как раз и прописываем объемы электроэнергии, которые можно потреблять на том или ином фидере, в том или ином районе, в том или ином месте. Для выявления нелегальных криптофирм члены комиссии проводят рейды во всех районах Абхазии, в ходе которых уже было обнаружено и отключено от сети немало таких объектов. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В республике Арцах сохраняется сложная обстановка. В ночь на понедельник вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Со своей стороны Баку также обвинил Ереван в обстрелах. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные при помощи боевой авиации нанесли удар по карабахскому городу Мартуни и близлежащим населенным пунктам. Кроме того, Азербайджан открыл огонь из установок «Град» и «Смерч», а также обстрелял села Аскеранского района, сообщила Степанян. Она уточнила, что среди мирного населения никто не пострадал. В Минобороны Азербайджана заявили, что ночью армянские военные обстреляли из артиллерии, минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. С тех пор стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня. Однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия. С 25 октября начался нерест рыбы, который продлится до 10 декабря. В этот период традиционно запрещается лов форели и лосося. Ритинский реликтовый национальный парк обращается с убедительной просьбой к рыбакам воздержаться на это время от любимого дела. Сарья Кварацхеля продолжит тему. Осень пришла, рыба на нерест пошла. С 25 октября до 10 декабря ловить форель и лосось категорически запрещается. Незаконная ловля рыбы в нерестовый период ставит под угрозу существование самого вида, отметил главный лесничий Ритинского национального реликтового парка Тенгиз Джергени. На сегодняшний день, я вам скажу как есть, у нас не было запрета весь сезон на ловлю рыбы именно с удочкой. Я подчеркиваю, с удочкой. Но с 25 числа официально у нас закрывается ловля рыбы до 10 декабря. Почему? Потому что первые дни, вот сейчас начало у нас идет икромет форели, и начинается у нас икромет лосось. Это ежегодно, что мы делаем, закрываем ловлю рыбы для того, чтобы сохранить не только в национальном парке. У нас есть рыбнадзор официально, который работают круглые сутки, посменно, и будем стараться сохранить.
На территории Ритинского парка соседствуют уникальные творения природы и памятники истории. Парк реликтов разделен на две функциональные зоны – заповедную, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационную, в которой разрешены регулируемый выпас скота, туризм, отдых и рыбалка. Как известно, горные реки и озера – это основные места для рыбной ловли. Однако на нерестовый период любителям порыбачить и отдохнуть у кромки вод, любуясь великолепными видами природы, придется воздержаться, так как будут проводиться рейды. Охрана РРНП намерена строго пресекать незаконную ловлю рыбы. Есть места, где не входит территория национального парка, на устьях ставят сети. И также мы обращаемся в Министерство экологии, просим, говорим о том, что присмотрите, смотрите за сетями, там, где мы не можем решать какие-либо вопросы. Вот. Если убрать эти сети, лососей было бы намного больше на территории национального парка. Ребята работают, сохраняем. Хочу попросить жителей Абхазии, народа Абхазии о том, чтобы сохранили. Пусть будет больше популяции лососей. У нас есть, в первую очередь, я хочу сказать, наше население, которое приезжает с городов отдохнуть на территорию нацпарка, которые могут своими глазами увидеть, как нерестится лосось. Помимо рыбалки с древнейших времен у абхазов есть еще одно не менее любимое традиционное увлечение – охота. Однако и она в Ритинском реликтовом парке строго запрещена. На территории национального парка приезжают наше население, наши дети, которые видят уже последние дни, последние года, выходит живность на улице, выходят медведи, выходят иногда, косули выходят иногда, джираны выходят. Вы понимаете, наше население Абхазии видит вот это не где-то в зоопарках, а в открытой природе. И вот эта возможность, если будет продолжаться вот так вот расширение вот этой популяции, то это будет красота. Я также хочу просто попросить население остановиться, не охотиться. Тем более в данное время, вот сейчас начинается гон диких козлов, там, где они массово скопляются. И вы представьте, придет охотник с одного выстрела и убьет там, я не знаю, одну, две, три, или же разгонит их. Те места обитания, которые они сегодня выбрали, это наша территория, понимаете? Это национальный парк. Это не мое, не чье-то, не фамильное. Это общий национальный парк Абхазии. Также с 25 октября инспекторы лесничего хозяйства совместно с сотрудниками КПП «Рица» усилят контроль на пропускном пункте, чтобы исключить проезд людей с оружием в заповедник. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Творческий союз «Снежные левы» Александр и Светлана Мамакины преподнесли в дар Национальной библиотеки Абхазии икону с ликом Евстафия Апсильского, выполненную известной российской художницей Ниной Снегур. Александр и Светлана Мамакины также привезли для фонда Национальной библиотеки два эксклюзивных альбома «Россия. Романовы» 1613-2013 и издание «Каталог современной фотографии России» Государственного русского музея. Творческий союз «Снежный лев» из города Мончегорска Мурманской области и Государственная национальная библиотека сотрудничают с 2007 года. Наша с Александром роль в этом, что мы сумели людей, знаете, зажечь вот этой идеей, рассказать о Республики Абхазии и Национальной библиотеке, и ее директоре, так что им захотелось сделать что-то приятное, оставить свой след в истории и страны, и библиотеки. Но мы приезжаем сюда, потому что нас здесь рады видеть. И мы приезжаем сюда со своими проектами, потому что нас слышат. Я очень рада, что даже в такое трудное время мы сумели сюда приехать, что граница не закрыта. Вот. И я думаю, что все-таки, это непростая же вещь, икона святого. И мне кажется, что возможно, что что-то и улучшится вот с ее появлением здесь. Может быть, это будет то маленькое чудо, которое мы вместе с вами все смогли создать. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 12-17, температура морской воды плюс 19 градусов.
И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.